День открытых дверей для населения республики по вопросам социальной поддержки граждан провел Фонд пенсионного и социального страхования. Встреча прошла в Республиканской национальной библиотеке. Ее приурочили ко Дню семьи, любви и верности. О том, на какие вопросы ответили специалисты, расскажет Марфирина Алексеева. На встрече специалисты рассказали, а затем проконсультировали граждан по изменению федерального материнского капитала в текущем году, а также компенсации проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера. Раньше не предусмотрено было, если место отдыха находилось, допустим, за границей, да, если человек приходил, обращался с билетами там, с Москвы до Еревана, например, да, вот мы отказывали полностью по таким. Сейчас в данный момент половину пути, то есть до границы Российской Федерации теперь оплачивается на основании справок. У нас есть пенсионеры-путешественники, да, которые передвигаются на своем личном автотранспорте. Да. Сейчас уже они могут обратиться как бы за талонами до Владивостока, либо за свой счет до Владивостока они там долетели на авиа, а потом уже обратно вернулись на автомобильном своем личном автотранспорте, который мы уже будем оплачивать, исходя вот из норм нового постановления. Да. Распространенные вопросы от граждан касаются предоставления единого пособия, расчета листков нетрудоспособности и пенсионного обеспечения. Размер страховой пенсии гражданину можно посмотреть через личный кабинет на сайте Фонда пенсионного и социального страхования. Там расположен калькулятор размера расчета. Также в личном кабинете можно заказать выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, где можно увидеть те страховые взносы, которые были уплачены работодателем гражданину. Об других актуальных новшествах государственного пенсионного обеспечения граждане могут узнать на сайте Социального фонда России, который предоставляет гражданам и организациям страны доступ к системе пенсионного обеспечения, а также консультационную поддержку в вопросах начисления или выплаты пенсии. Марфирина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск.